Наши болельщики, как говорится, соскучились по хорошему хоккею, по большому хоккею. Я попал на последнюю игру со шведами. Вот и болел на той трибуне, на северной как раз. И такой очень мне запомнился этот последний гол, когда Гапанович забил со штрафного. Как раз я стоял за воротами, вот, и он бил этот штрафной удар, забил. Тут просто что-то было невероятное на трибунах творилось. В 80-е годы Сыктывкар был одним из центров не только русского, но и мирового хоккея с мячом. Здесь исключительно образцово прошли малые чемпионаты планеты, турниры на призы газеты «Советская Россия». В 86-м столица Коми впервые принимала юниорский чемпионат мира. Иностранцы были впечатлены гостеприимством Коми-земли. Тогда в финале мы обыграли шведов, и сыктывкарский лед закрепил за собой право называться «счастливым». Наставником сборной СССР в 1986 году был легендарный Владимир Янко. Республика Коми готова принять в 2021 году чемпионат мира по хоккею с мячом и провести его на высоком международном уровне. Еще и потому, что Коми – один из важнейших регионов развития промышленности и экономики страны. Топливно-энергетическая база для целого ряда территорий России. Кроме того, Республику Коми называют легкими европейского севера. Более 70% территории занято лесами. Сыктывкар – административный центр субъекта. К нему ведут автомобильные, речные, железнодорожные пути сообщения. Налажены регулярные прямые авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сыктывкар – сердце культурного развития региона. В городе расположен театр оперы и балета, драматический театр, Коми республиканская филармония. Кроме того, широко распахнуты двери 9 музеев. Гостиничный бизнес представлен 15 отелями, которые готовы принять гостей. Сегодня столица Республики Коми продолжает славные традиции русского хоккея. Возрожденный сыктывкарский строитель вернулся в Суперлигу. Руководит командой живая легенда русского хоккея Павел Франц. На счастливом льду республиканского стадиона мы успешно провели матч за Суперкубок России между Хабаровским «Сканефтяником» и Красноярским «Енисеем». Но главным событием для республики стал юниорский чемпионат мира. Тренеры всех сборных без исключения назвали его лучшим за всю историю юниорских первенств. И вновь сыктывкарский лед стал для сборной России счастливым. Мы вновь победили шведов. – 27 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия образования Республики Коми. В юбилейный, знаменательный для нас год проведение чемпионата мира станет ярким продолжением развития традиций русского хоккея на Коми-земле. Специально для этого в Сыктывкаре возведут крытый ледовый дворец на 5000 зрителей, который заложит фундамент будущих побед русского хоккея. Традиции хоккея живы. На сыктывкарском льду мы еще не проигрывали. И не проиграем. Добро пожаловать в Сыктывкар!